Груз, шалом алейхем. Ich verbet euch auf Limit jüdischen Äußerschulleinen. Bitte Lommeron Heibem. Боре Хабо. Здравствуйте. Приглашаю вас на урок внеклассного чтения идиш, внеклассного чтения. Пожалуйста, давайте начинать. Боре Хабо, это welcome. Значит, добро пожаловать. Продолжаем по вот этой вот книге, значит, внеклассное чтение. Почему я не даю грамматику? Всему свое время. Много грамматики это тоже вредно. Вот. Просто ее можно дать в режиме глайх, вот, это ускорение. Вот. Но это будет галопом по Европам. Вот. Так идиш не преподают. Вот. Поэтому мы никуда не гонимся, не спешим никуда уезжать там и прочее. Значит, у нас все размерено. Как говорится, гей по воле, весту гигеркумен. Это иди повелительное, да, гей по воле. По воле это повільніше украинскую мову. То есть, ну, не спеша. Весту это ты будешь. Гихер, он же глайх. Это быстро. Кумен приходить. То есть тише ешь, дальше будешь. Это я к этому. Значит, гей по воле, весту гихер кумен. То есть продолжаем по вот этой книге. Значит, у нас, я вам ее в тот раз показывал. Вот, биробиджанская серия учебников. Другого ничего нет. Можно было бы найти, но я повторяюсь уже, я это все в предыдущем видео рассказывал. Там надо было бы увеличивать, там надо было бы вникать в старорежимный идиш. Вот, все-таки тогда не так выражались, и многие там идиоматические выражения на сегодняшний день сложны к переводу. Вот. Там бы, в общем, дольше пришлось возиться. Поэтому, чтобы не растягивать долго, значит, открываем ее, начнем в этот раз со стихотворения. Вот, открываем ее на 8 странице. Вот. Такие здесь картинки у нас. Вот стихотворение. Вот к нему картинка. Это береза, это не то, мы потом возьмем. То есть вот 8 страница видно, да? Вот текст. То есть можно. Ну я потом его, наверное, проведу как-то в скане или как. В общем, чтобы вы могли как-то распечатывать, или, скорее всего, да, с экрана распечатать. Но это плагин в Mozilla надо. Приложение захват экрана. Как оно называется, не помню. Фото с экрана. Захват куска экрана и фото. Там произвольная такая тягучка, вы ее тянете. Вот, на какой кусок экрана вам надо. И щелк, оно сфотографировало. Вот, и потом сохранить, да, сохранить. Вот. То есть можно прямо с ютуба на паузу нажать на ютубе и с экрана захватывать то, что я даю, вот эти вот тексты. Значит, и потом распечатывать их на принтере. Но это вот качественно не захватишь. Я потом приложу сфотографированную, ну я, может, отсканирую, посмотрю, там мне лень просто сканер доставать. Короче, то есть более качественную, чем вот это вот, что я здесь показал. Это чтобы вы могли распечатать и сверять с экрана, потому что так по-другому вы ничего не выучите. Вы только послушаете, похлопаете и все это. Вот. Надо распечатку, текст перед собой, как вот я вот ее держу перед собой. Вот. И смотреть, когда я буду читать, сличать, и вам точно так же читать надо уметь. Вот. И слова там, чтобы сверять. Ну, то есть работать с книгой, с литературой. Стихотворение это Перец Маркиша. Вот, Перец Маркиш написал. Значит, вот видно. Видите? Оно коротенькое. Тема тут какой-то праздник кого-то, кого приглашают выйти индройсен. Это наружу, из квартиры вон, в общем, outdoors на английском это аналог. Значит, то есть выйти из помещения поскорее.
Это, и все это каким-то сопровождено праздником сада-огорода. Вот. Гортен это огород в первую очередь, но он же как и сад идет. Это вот так вот. Это, потому что сад есть сот, вот, и сады седер получается. Ну, в общем, сейчас будем читать текст, вот, с этой книжки. И, значит, я прочитаю, а потом перевод пойдем. Чтоб долго не затягивать. Значит, после этого еще один текст будет, после стихотворения. Это задача, еще раз повторюсь, для чего внеклассное чтение. Для чего внеклассное чтение? Это для того, чтобы вы привыкали к рифмовке, к формированию предложений. Я еще не давал правила там, предложения элементарные, вот, формирования. И отклонения от этих правил есть. Значит, то есть пока привыкать. Это внеклассное чтение для того, чтобы вы привыкали к языку и набирали базу слов. То есть жадно набирайте слова. Вот эти, которые я буду давать, это которые встречаются в тексте в этом. Это текст, я повторюсь, у вас должен быть распечатанный с экрана, это скриншотом сделанный. Давайте читать. Значит, называется Der Größer Gast. Это великий гость. Где-то так. Страница 8. Значит, Effend Tirn kommt in Droysen. Reist die Fenster, brecht sie aus. Nehmt rein dem Gast dem Größen. Kommt entgegen immer Reus. Seis Hand Йомтев in die Gärtner. Вот это огороды, Гертнер. Это auf die Gassen um. Seis Hand lichtig Zetner Hertnor. Wir tanzen Wintel. Hertnor wie die Zweigen Treschen. Unter Teich wie schreien und brummt. Hertnor pfeifen, Hertnor swischen. Kommt in Dreußen, Hicher kommt. Перец Маркиш. В общем, вот такой стишок. Значит, ну тут, конечно же, тут есть гораздо больше. Вот. Ну и строчки, короче, понимаете. Здесь строчка длиннее идет. Вот. То есть, что тут по площади, если сравнивать? Он там и на другую страницу, по-моему, переходит. Да, он там заканчивается с коровами. Вот, то есть, вот аж где автор. Король какой-то, значит, двойра король. Ну пусть будет так. Вот. Значит, вопросов они к нему никаких не поставили, то есть это такое начальная 8-я страница, вот пока еще вопросов нету. Значит, давайте быстро по тексту. Елки-палки. Ну, в общем, посмотрите, вот первая строчка. Чтобы не было там вопросов. То есть вот это сейчас отсюда начинаем сначала. Вот. Der Größer Gast. Вот. Видите? И у них тут шрифты, вот видите, сливается. Вот Gast, это что это ST, Самех и Тес. Это понять практически очень сложно, если вы только язык начали учить. То есть за вот это им надо втык сделать было. Набор шрифтов и кто их делал, мастера. Вот. Сливается, короче. Ну, я уже ругался по этому поводу. Ну, это, в общем, разбираемся. Значит, первая строчка. Effend Tirn, да, kommt in Droysen. Это что такое? Значит, слова надо было выписать к этому тексту. Вот. Я их потом в конце покажу. Значит, давайте так. Effend Tirn. Ну, Tirn это двери. Effend это, не знаю, срывать, вот такое что-то, отрывать. Ну, там, просто срывать с петель, короче. Срывайте, в общем, отрывайте двери, kommt in Droysen. Идите на улицу. Значит, Reist die Fenster, это, не знаю, распахивайте окна, рвите, Reist это рвать. Значит, Brecht the Ois. Brecht the Ois это разбивайте их напрочь. Вот. Дальше, Nehmt rein, что за человек, просто бейте, ломайте, ну что-то это, ну в общем-то, детям такое, да? Вот. Ну, ладно.
Немт Арайн дем Гаст дем Гройсен. Это, ну, Немт Арайн это, то есть, принимайте в Демгаст. Это гостя Демгройсен, большого. Вот. Дальше. Кумт Анкеген им Аройс. То есть идите ему навстречу. Кумт Анкеген им Аройс. Ну, где-то так, да. Это выходите даже. Выходите ему навстречу. Аройс. Это, вот. Дальше. Вот это вот, видите, size, это мы его как досыс переведем. Потому что если s is подставлять вместо под, то is уже здесь есть. Обратите внимание вот на вот это вот. Не знаю, ручкой буду показывать. Вот оно, это место. То есть тут только dos is подходит. Если было s апостроф и какое-то слово, тогда s is было бы. Потому что из-за вот этого вот не было бы. Но поскольку он s апостроф и is, значит тогда dos is считается size. Вот так вот. Ну, по крайней мере, в Western Yiddish это так. Может, у них биробиджане по-другому было, я не знаю, как они это обходили. Ну, запомним это как вот так вот. Значит, то есть size Хайнд Йомтов Инди Герднер. Ну, это досыс Хайнд. Это сегодня, да, Йомтов это праздник, Йомтов это гебраизм, короче. Я всегда говорю Агрус Шолом Алейхем или Агут Йомтов Шолом Алейхем. Это приветствие. Значит, Агрус это привет, Агут Йомтов это тоже типа здрасте. Это самое. Но Йомтов это праздник. Это типа хорошего дня, хорошего праздника. В общем, употребляется как хорошего вам. Вот так вот. Это при встрече это. Вот. А потом идет Шолом Алейхем, это мир вам. Вот. Значит, что тут еще? Дос из Хайнд, Йомтов. Йомтов это гебраизм, еще раз напоминаю. Это пишется он, вот они его Совете Шхеймланд написали его вот так вот, да? Вот. Это советско-биробиджанский идиш. Ну, можно это на Биробиджане не фокусировать, это просто советский идиш. Он бы ходил и в Белоруссии, скорее всего, если бы там все осталось. Это, то есть, это как слышится, так и пишется. Но в гебраизме это будет по-другому совершенно. Их надо уметь читать, это очень такие попандосовские. Но это кто иврит знает, для него там пол проблемы. Вот. А кто иврита не знает, это будут проблемы. Потому что здесь вы уже, ну как слышится, так и пишется, он не пишется. Там, ну, я говорил про гебраизмы, что это очень-очень такие попандосовские дела. Их надо просто знать, что они такие есть. Вот так вот. Визуально запоминать их и примерно как они видятся и как читаются, видишь. Они от иврита отличаются, еще раз говорю, это потому что, видишь, засел вариант древнеарамейского, он не менялся. Как готы украли Балмелохасов, это пусть будет там моих предков, короче, из Израиля, короче, завезли их по берегам Рейна, расселили. Это 9 век. Вот, и примерно. Значит, и потом готы исчезли исторически, вот, а Балмелохасов освободили из рабов. Вот, и они там начали расселяться, размножаться, короче, и как бы уже в 12 веке первая страница на идиш появилась. Вот так вот. То есть он уже к 12 веку сформировался, с 9. Ну, готы, конечно, там оспаривать можно, какие-то были раньше, какие-то позже, но где-то вот в 9 уже первые были фразы, скажем так, формирования, слияния древнеарамейского с дойчландским, вот так я бы сказал, потому что там был он же древнегерманский, вот, и он с тех пор не изменился, вот так вот, это все присутствует в идиш. Это примерно как бы сейчас у нас, я сейчас, может, не точно выражусь, профессура поправит, но это если бы на русском заговорил старовер, старорежимец, старообрядец, вот при сорока ворона кашу урила, пришел и представился, вот такое вот. То есть вы бы там мало что поняли, но в общем-то суть понятна. Вот, ну удивляли бы, стояли вот так вот. Это, короче, с какой-то он сказал, ну, это вот примерно тоже видишь, оно немецкий старорежимный остался там, значит, как когда-то он был.
еще там 12 век, он почти не изменился оттуда. Вот. И сразу же он смешался с балмелоховским древнеарамейским, который они с собой принесли. Вот. А иврит он полностью египетско-арабский, и там из арамейского религиозные только, вот, и они полностью трансформировались под произношение египетского арабского. Вот так вот. То есть они, ну как, это лингвисты могут долго спорить с этим, короче, я не истинно последней инстанции, вот, но примерно в общих чертах это где-то так. Вот, потому что тут что-либо точно утверждать, это закидают тапками, короче говоря, сторонники того или сторонники этого. Вот, поэтому мы как ну, по ашкеназской линии придерживаемся вот точно того, что я сказал. То есть вот так вот. Ни больше, ни меньше. Значит, где мы тут остановились? Ага, значит, Йомтов сказал праздник. Инди Гертнер в огородах. Вот так вот, в огородах. Гертнер. Или в садах. Ну, можете в садах считать. Я просто привык, там, сот это сад, гортен огород. Вот. А тут Гертнер это огороды. Да? Авдигасен ум и тум. Это на улицах везде. Гасен множественное число, да? На улицах везде. Дальше. Досис хайнд опять. Сегодня лихтик это светло. Z нор смотрите только. Херт нор слушайте только. Значит, что тут дальше? Вес. Вес. Танцин, елки, видите, вот почему я, это не то, что там очков нету, вот сливается, очки мне, фу, пока не это самое, вот смотрите, вот видите, я ее за самых принял, вот, это тест, вот сказал, как это, оно сливается, свет не так падает, потому что планка сверху не сделано четкое разделение, размычку не сделали они нормально, поэтому оно в самых сливается, вот, я не понял, Сансен какой-то, думаю, что за слово. Потом Тансен, елки-шпалки. Это Винтел ум. Значит, это как, еще раз давайте, Досет Хайнд, Лихтик, Зетнор, Хертнор, Вес Тансен, Винтен ум. Значит, это как, в общем, слушайте только и смотрите только, сегодня светло. И последнее, ви эстансен, это как это танцуют ветры. И ум, это рифмованное с умытум предыдущим они сделали. Ум это в праздник, это коротко. Вот, это так говорят, ум это в праздник. Значит, дальше. Хертнор видит свайген трещин, да, слушайте только, как дисвайген, это ветки, трещат. Дальше. Ундертайх ви шрайт, ун брумт. Это и река, как кричит, и брумт это ревет. Типа водопад там или что, или бурная какая-то, пороги там. Вот. Дальше. Хертнур файфен, это слушайте только файфен, это гудок, файфен, или гудеть даже. Вот так вот, гудеть, да. Слушайте только гудение, значит, хертеннор, слушайте только свищен, ну, свищение, свист, вот такое вот. Ну, давайте, может, поднимем, так лучше будет. Где-то так, да. Дальше. Что у нас тут есть? Свищен. Ага, вот, я потерял. Значит, кумт ин дройсен гихеркум. Это иди кумт. Индройсен на улицу, быстрее идите. И восклицательный знак они подчеркнули, обратите внимание, что это повелительные наклонения идут. Идите вы, вот, видите, восклицательный знак поставили. Так, Перес Маркиш. Значит, с этим стихом, ну давайте
Значит, здесь я бы хотел отметить такую фразу, как «Was lost as me Hern». Это по поводу Хернова они тут, что тут они писали. Hert nor, это слушайте только, там, Z nor, это смотрите только. Так вот, есть такая фраза «Was lost as me Hern». Hern. Это что тут для меня нового, или чему вы меня можете научить, вот такое что-то, это сомнительно-скептическое такое. Вот. Was lost as me Hern. Дальше, тут вот это will nor есть такое, это стоит только захотеть. Это, вот это will nor и зох nor, это скажи-ка. Зох nor, это скажи-ка. Это вот это здесь надо отметить. Так, вроде бы, значит, все с этим текстом. Теперь открываем 68-ю страницу. Так, 70, 62, 5. Что именно 68? Значит, смотрите. Текст у нас такой будет. Значит, называется Диштот Биробиджан. Это город Биробиджан переводит. Вот. Я название покажу только, а потом сам текст приведу. Вот. То есть, видите, я никакие тут пометки ничего не делаю, это самое, чтобы не думали. Все в тетради отмечаю. Вот вопрос уже есть здесь. Вот. То есть, там помните, значит, фрехен это спрашивать, эндферн отвечать. Вот. То есть вопрос тут есть. Фрех. Значит, от фрех. Значит, текст вы видели. Вот это он и весь. Вот. Вот до вопроса. Вот ничего тут не переходит. Это уже другой здесь, видите. И на другую страницу он не перелазит. То есть вот это пункт, точка и все. Он на страницу. То есть давайте быстро пробежимся его, чтобы я там... Это, вроде как бы и быстро нельзя, но на максимальных оборотах, но так, чтобы оно не повредило усвояемости, скажем так. Значит, как мы с ним сделаем? Ну тут тоже полно слов, в общем-то, полно слов. Значит, слова, как обычно, я буду по ходу, наверное, говорить. Вот. Ну, давайте попробуем его прочитать. Значит, Диштот Биробиджан. Диштот Биробиджан Gefind sich in Center von der jüdischer Autonomer Gegend auf der Hauptmagistral von der Größer Sibirer Eisenbahn 8393 Kilometer zu Misrach von Moskwa und 170 Kilometer Майревдикер von Хабаровск. Пункт. Точка. Die vernimmt a Schettich von Hecher 60 Quadratkilometer. Punkt. Точка. Leuten Relief besteht sie von zwei Teilen. A hohen auf den rechten Brech von dem Biereteich und a niederig auf sein linken Brech. Punkt. Точка. Do ziehen sich die Hauptmagistralen von der Stadt, die Gassen auf Lenins Nomen auf Sholem Aleichems Nomen, die Komsomolsker Волочаевsker auf Kalinins Nomen, der Yishev auf den Nomen von dem Held von Sowjetenverband Josef Bumagin und andere. Punkt. Точка. Hecher 200 Gassen vermocht ist die Stadt. Sehr allgemeine Länge betrifft bei 200 Kilometer.
a bedeiten dikker Teil von od die Gassen ist gut asphaltiert und wohl eingeordnet. Wohl eingeordnet. Значит, пункт, точка. Alle gemoerte Häuser vermocht Wasserleitung, это водопровод, Gas, пункт, точка. In Birobidzjan seinen tätig Hecher 20 industrielle Unternehmungen etliche Beutresten. Die eisenbetonene Brick über der Biere verbindet dem Center mit die Yeshuvim, was gehen rein in Bestand von der Stadt partisanischer Заречье Августовер Биробиджан Свей. Пункт, точка. Für der letzter Zeit seien in der Stadt ausgebaut geworden viel neue Gebäudes. Zwei Punkt. Das erste neunstockig Haus a Philharmonie, a Post, Schulen, Kindergärtner, Kluben. Punkt, точка. Zusammen mit die Arbeitendike von dem ganzen Land haben Birobidjaner aktiv sich eingeschlossen in der Überbauung, was kommt vor in alle потерял, елки-палки. Только взгляд отвел, сразу текст теряешь. Was kommt vor in alle Gebieten von der Volkswirtschaft, это народное хозяйство, значит, Nochen 27. Partei zusammen vor und 9. Alphabandischer Parteikonferenz. 150 Hektar seien in der Stadt vernommen mit Parken, Cedar Square. Punkt, точка. A bis Gorschein Ort ist der städtische Park für Kultur und Operu, was befindet sich auf an Insel Affenbiereteich, dem Beiteich von dem Amur. Punkt, точка. Die Länge von der Biere ist 300 Kilometer. Punkt, точка. Все. Наконец-то. Закрыть хотел. Это еще не все. Ну и там вопрос в конце, значит, получается, что у нас тут. Der Zelt wegen der Gas auf welcher ihr wohnt. Это der Zelt. Это расскажите о wegen. Это об. Значит, der Gas. Улице, кома, запятая, auf welcher, на которой ihr вы wohnt живете. То есть расскажите об улице, на которой вы живете. Der Zelt wegen der Gas, auf welcher ihr wohnt. Это вопрос такой. Значит, по этому вопросу я делаю вывод, что эта книга, так как нам английский с первого класса заходили и просили вот этим же вопросом let's talking about your living in the gas, вот. In the street, я газ спутал. Это он your street living или что-то такое. Это вот эти вот темы уже шли. Это примерно второй семестр второго класса, второе полугодие. Вот это с места надо было. В третьем классе уже к доске надо было выходить. Когда говорили, давайте поговорим о улице, на которой вы живете. Вот. Ну да, on your living street. Вот так вот. Или street. Ну, в общем, там можно крутить по-разному. Короче, из этого я делаю вывод, что если они давали идиш по этой книжке с первого класса, вот, как внеклассное чтение, то этот текст, который я на 68-й странице открыл, и с этим вопросом, это где-то примерно второй семестр второго класса или первый семестр третьего. Где-то так. Вот. Но слов здесь непонятных уж дофига. Я бы его, ну, если бы я эту программу составлял, класс бы на 5-й позиционировал. Или конец 4-го примерно. Конец 4-го, да. Уж никак не 2-й, не 3-й. Вот.
То есть они уже должны уметь рассказать об улице, на которой они живут. Понимаете? Это с учетом того, ну нам преподаватель помогал, учительница помогала. С места ты там или... А потом уже как домашнее задание оно шло, когда ты сам выходил без помощи и должен был по написанному дома тексту рассказать about pets, это о домашних животных, там тексты шли. Вот. How I spent my summer holidays, это уже более позднее там. Ну, это где-то с 3 класса, да. И дальше туда. Вот. Ну, это не тот язык. Мы сейчас на идиш. Вот. Просто я сопоставляю, не могу понять, как можно было дать такое количество абсолютно, ну как, новых слов дитю, ребенку, короче говоря, школьнику. Вот. И это, ну, это под полный заставляйсинг. Вот это вот такое кондовое советское, как нас так мачили. Попробуй только не выучи. Вылетишь со школы вон. Это вот это где-то вот, понимаете, жалости никакой. Короче, как, чтобы это подать как-то плавно, чтобы дитё не испугалось, чтобы как-то в игровой манере, может, зашло, но чтобы правильно зашло, а не только двум, которые рот открыли на первой партии, сидят и в рот заглядывают. Это, вот. А остальные все в домино, не в домино, в крестики-нолики мы играли, в морской бой. Вот. Никаких мобильников тогда в помине не было. Вот. А кто-то в электронные часы были такие, Монтана и электроника 53, камертон они назывались, белорусы делали, там мелодии разные были, короче. Кто-то дурачился, часами этими сидел, пикал там, пик-пик-пик-пик. Вот. Ну это уже попозже, в начальных такого вообще ничего не было. Это там совсем дети. Вот. Ну ладно, что-то воспоминания нахлынули. Значит, текст прочитали. Теперь давайте его переводить. Значит, пойдем по словам. Вот, где у нас тут слова к этому тексту. Так, вот я покажу. То есть в тетради у меня вот слова были к этому тексту. Вот видите, я выписал. Это верхний стих. Не знаю, как так сделать, чтобы оно не вредило, а именно показывало. Вот. Вот чернила чем плохие, только мокрой рукой, вот этим запястьем мокрым коснешься, они тут же размазываются. Вот это, но зато им перевода нету. Они не переводятся, я имею в виду по количеству. Пасту ту выписал и все, ее нету. И что хочешь, что я делаю? Чернила? На всю жизнь вот такую пляжку купил, ее хватит-то. Вот это выгодно очень. И ручка тоже самое. Одну купил и с носу нету. Вот. На пол только нельзя выпускать. Ну, неважно. В общем, вот. И вот слова вот идут к вот этому тексту уже. Как он тут? Диштот Биробиджан. Вот. Начинается. Видите, 68-я страница. Вот у нас тут идет. Вот они вниз пошли. Я показываю просто, чтобы вы не думали, как это выглядит, как вы себе должны делать. Вот в тетради, что у вас должно твориться. Какой это тетрадь, словарь вы должны завести. Видите, вот пишите слово, допустим, рукописными буквами, естественно. Вот, потому что алфавит, алфбейс мы уже выучили, вы не можете их не знать, если вы у меня учитесь. Вот. И дальше транскрипцию русскую пишете, это, или там на українській мові ви розмовляєте, на якійсь там, може на другій, на якійсь. Вот. И дальше пишете перевод. Перевод. Это со словарем надо работать, уметь. Вот эти вот словари. Вот. Вот. С такими вот словарями вы должны уметь работать. Вот. То есть они разные там. Вот это. Вот. Также вот словарь. Покажу. Я тут ругательные фразы на обложке выписываю. Вот.
Короче, составляю идиш неформальной лексики. Словарь свой отдельный. Вот. Ну, чтобы вы примерно знали. Вот. Дело в том, что моментами небрежные, поэтому я их заматываю во всякие такие очень плотные обложки, чтобы при падении они не повредились. Вот. Восклицательный знак, вы помните, ойсруф цейхен. Вот. А тут там фрегн цейхен. Вот, это вопросительный. Фрегн цейхен. Значит, давайте по тексту по вот этому, по Биробиджану. Мы все время отвлекаемся, и время идет. У меня есть подставка, вот я ее буду использовать, она очень мощная. Вот. То есть очень удобная штуковина. Вот книжка стоит перед глазами, у меня две руки свободны. Я могу и писать, и переворачивать там как хочу. Вот она стоит у меня вот прямо здесь. Значит, что у нас тут? Диштот Биробиджан, да? Гефинзих ин центр фундер идишер автономер гегент. Ну, вы тут уже, короче, здесь сложного ничего нет. Город Биробиджан, Гефинзих, это находится. Гефинд, азмезук Гефиндмен, это кто ищет, тот найдет. То есть Гефинд там было, и здесь тоже Гефиндзих, это находится ин центр фундер идишер автономер, в центре еврейской автономной Гегент, это область, район, ну область в основном, автономной области. Авдер Хойпт магистрален, Хойпт штот, Хойпт штот, это столица. Это два слова Хойпт, это главное. Дальше верхняя идет дефис, верхняя тире идет, вот, как бы разделяющая два слова. И штот это город, то есть главный город это равняется столица. Вот. А здесь Хойпт магистрален, магистрал точнее, это главная магистраль. Значит, фундер Гройсер Сибирер, это от большой Гройсер, это или великой сибирской Айзенбан, железной дороги. И дальше идет, значит, у нас там 800, 8300, значит, драй ун найнцик, вот так вот идет. То есть это 8393 километра цу Мизрех. Вот, вы не знаете, короче, название Мизрех, вот так как они его тут написали, я сейчас покажу. Это советский идиш. Вот, и он же восточный, как слышится, так и пишется. В действительности есть, ну, это все знают, 4 части света. Север это Цофен, дальше Мизрех, восток, значит, Дорем юг и Майреф это запад. Вот это все гебраизмы я перечислил. Вот. Но они тут, естественно, от них далеко-далеко забежали, короче говоря, и забили на них изначально. Вот. Поэтому, читая эту книгу, нужно всегда это учитывать. Это вот в данном случае я просто знаю, что это такое есть. Это, и распознаю вовремя. Вот так вот. То есть я эти гебраизмы приведу по частям света, вы их должны знать и запомнить. Чтобы потом, когда мы будем возвращаться, где-то они попадутся, уже, мы знаем. Север, Цофен, да, там, Дорем, юг. Вот. Как только Мизрахим, это значит, как арабо-восточники, вот такие вот. В общем, вот такое ж. Ну и дальше там Майреф, это легко запомнить.
Майкл, да, как Майреф, это как Майкл, это американское имя, то есть это Запад, Америка, туда. Вот. Мизрах Восток, да, Дорем Юг, так, Дореми. Вот, это там юг, там все, Одесса. Вот. Или там еще ниже где-то экватор, значит. В зависимости откуда смотреть, конечно. Можно посмотреть с экватора, там что-то ниже еще будет. Вот. Ну, в общем, не важно, это что-то... Хотелось бы быстрее это все делать. Короче, 8383 километра, Цу Мизрех, это на восток, Фун Москвы, значит, это от Москвы, Ун 170 километров, значит, а вот тут Майревдикер, это западнее, потому что Майрев, я вам сказал, это запад, а Майревдикер, это западнее, Фун Хабаровск, это от Хабаровска. Дальше, Диштот, Форнемт, а Шетех, значит, получается, Шетех я не знаю, что такое, но Форнемт это, значит, занимать, там, занимать время или площадь, значит, еще это понимать, захватывать, вот у него миллион значений, миллион у Форнемта, значит, в зависимости от контекста. Вот что такое Шетех я не смог найти, вот, но в данном случае оно нам не помешает перевести все предложение. Значит, у нас тут город, значит, Форнемт занимает, ну, какой-то Шетех, значит, это из Хехер. Ну, Хехер это свыше. Это свыше 60 квадраты километр, значит, квадратных километров. Может быть, Шетех это площадь. Вот, ну это как плац она идет, тут математическая площадь. Ну, в общем, я еще уточню, что такое Шетех. Может быть, еще в одном словаре посмотрю. Вот, вот здесь. Это просто я знал, что есть плац, да, и хим. Это вот в математике. Значит, а Шетех это оказывается производственная площадь. Вот я тут поставил вопрос, ну мы тут вышли, что это площадь. Только она производственная. В данном случае они ее к площади территории применили. Просто хим в математике площадь и плац. Вот так. Ну это как таковая площадь, где памятники ставят. Так, я все время теряю, где мы находились. Шетех, то есть город занимает площадь свыше 60 квадратных километров. Лойд рельеф, это Лойтен, ну, согласно рельефу, Баштейт. Вообще, Баштейн это состав. Это, ну, Баштейт это состоять. Баштейт, согласно рельефу, состоит она, то есть получается Дитсвей Тейлен из двух частей. Вот. Тейл это часть, Тейлен части, множественное число. Значит, первое, значит, а Хойхен это верхняя, Афен Рехтен на правом брех берегу Фунем Биретайх от реки Фундем. Фунем это Фундем. Это от реки Бире. Вот там такая река есть, Бире. Значит, Нидерикен это нижний. Это Нидерикен и нижняя часть, наверное, на Зайн Линкен, ну, можно на их перевести, на их левом берегу. Вот. Можно не переводить Зайн. На левом берегу. Значит, до Циен. Циен это длится, протяженность, это Циен Зиг здесь. То есть длится, это до это здесь пролегла или протянулась Ди Хойпт магистрален, это главная магистраль фун Дерштот, города. Ну, это имеется в виду магистраль дорожная. Вот так вот, наверное, лучше будет. Ди Гасен это улицы, Ленинс это Ленина, Немен имени, Шолом Алейхем имени, Номен, да, Номен это имени. Ди, что-то там,
Комсомольская, короче, ну, как комсомольская какая-то, значит, ну, у нас тоже есть, была, ее сейчас переименовали. Дальше, Волочаевск, Волочаевский, да, Ав Калининс, и дальше Номен имени Калинина, дальше Дер Ишев, вот Ишев это тоже гебраизм, короче, он означает район, микрорайон или еврейское поселение. Вот так вот, в зависимости от где его приводят. То есть это может быть и микрорайон, но естественно с еврейским населением. Вот так вот. То есть в данном случае микрорайон. То есть Дер Ишев, Афен Номен. И есть микрорайон, значит, на имя Фунем Хелд. Это от героя Фун Советен Фарбанд Советского Союза, значит, Йосифа Бумагина. А потом они кому не поставили. Там надо было поставить кому, ну ладно. И дальше Андеры. Андеры это и другие. Андеры это и другие. Андеры. Вот. Ну тут вот это советское проскакивает еще, короче говоря, название там и прочее. Книга 89-го года, что вы хотите, это историческая часть. Вот. Так Шолом Алейхема тоже там попадаются всякие разные штуковины. Дальше. Хехер Цвей. Хехер это свыше 200 сотен гасен улиц. Фармоген это располагаются, значит, ист сейчас диштот. Ну, располагают сейчас город. Свыше 200 улиц в городе, ну, в общем, как-то они так сказали. Можно сказать, есть в городе, они располагают сейчас город. Это дальше. Зер Алгемайне, это, как бы в общем зачете или что-то такое. Алгемайне, Алгемейне это общее. То есть их общее, вот так вот, зейр, их общее ленг, длина, батрефт, значит, это их общая длина, значит, в сумме, батрефт, это сумма, значит, ба 200 километров. Ну, это около получается. Вот так вот. Значит, дальше. Бадайтен Дикер, ну это, значит, Бадайтен Дикер это всегда важный было, но у него тут как значительный, наверное, применили, там два значения у него. Вот, то есть, Бадайтен Дикер, Тейл, Фун от, то есть, важная или значительная часть из от это вот от улиц из гуд ойсфалтерт. Это, ну, это они как асфальтерт. Это, то есть, значительная часть улиц асфальтирована. Вот так вот. То есть, это, ну да, по-другому здесь не скажешь. Это войл. Ну, это получается как eingеordnet, это в очередности. Это и войл, это, ну, это хорошо. Тут странно, вот это тут я бы вопрос поставил, я не знаю, что они имели в виду. Оно асфальтировано и войл eingеordnet. Вот, это как бы в очередности. Не знаю, значит, але, дальше идем. Але гемойрте хайзер. Хайзер это от хойс, дом, хайзер множественное число. То есть, але гемойрте, это получается, ну, есть такое слово, как мойер. Мойер это строить из камня.
Вот. А Гемойрт это прошедшее время отстроить из камня. То есть Алла это все построенные дома, Хайзер, да, Формохт это обладают, дальше Вассер Лейтунг это водопроводом и газом, газ дальше идет, все, точка. Ин Биробиджан Зайнен Тетик, значит, ну, есть такое вот слово ТТТ. Это оно как переводится, ну и дела, там, допустим, вот и штука, там, вот так штука, вот это ТТТ, говоришь, да, а тут тетик, тетик это активный, короче говоря, вот это ТТТ взялось отсюда. Ну, это, значит, еще раз, в Биробиджане есть активные свыше 20 свансик индустриалы промышленных Унтернемунген предприятий. Унтернемунген это предприятие. Дальше. Этлехе несколько бой трестен. Это строй трестов. Ну пусть будет так. Это надо уточнить. Значит, Айзенбетонен это железобетонный брик мост Ибердер через Бире, это Бира река, да? Фарбинден это биндер это переплетать, переплетчик, короче, а фарбиндет это переброшен или переплетен, значит, вплетен, вот так вот, или заплетен. Значит, центр, в центр, вот этот мост, с Ди-Ешувим, в центр, Ешувим это районы, микрорайоны. Возгейн Арайн ин Баштант. Баштант это состав, кстати. Вот, то есть это что идет вверх в состав Фундерштот, города. Ну, это что-то они тут описывают, куда какой мост идет, через какие районы, вверх. Дальше. Ага, и вот подходим к этим районам города, они их сейчас перечисляют. Значит, если вверх там идти, то это получится Партизанский, Заречье, дальше Августовский и Биробиджан-2. Биробиджан-2, я по новостям помню, когда смотрел, я там ни разу не был, но запомнил. Давно-давно, это железнодорожная станция, вот так вот. Это не микрорайон, я не знаю, что у него. А может и микрорайон. Ну, точно помню по новостям, что это была станция. Вот. Это лет 10 назад я смотрел. Фардер Лестер это за последнее Zeit время. Зайнен есть Индерштот в городе. Ойсгебойт это выстроенные Геворн. Ну, Верн это становиться. Вот, а Геворн это уже стали, как бы, много новых Гебайдес это зданий. Вот они поставили после здания двоеточки. Дос Эрште это первое, это, значит, у нас получается как Найн Штокик, это 9-этажный хойс, дом, а это как новое здание они перечисляют. Много новых зданий. Дальше, значит, филармония, дальше, почта, Шулм, школы, множественное число, дальше, киндергертнер, это детские садики, ну, вы знаете, я говорил, гертнер это огороды или сады, киндергертнер это детские садики, это children garden, что-то такое. Дальше, клубом, клубом это клубы, это не клумбы, не путать, вот, а клубы.
Дальше. Zusammen mit die Arbeiten Dicke. Это совместно с Хобом Биробиджанер, значит, ну, будем сказать, есть в Биробиджане актив, это действующий, значит, актив зих. Eingeschlossen, это, ну, шлосс, это решение. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну, целой страны, значит, имеется в Биробиджане активность, которая есть в Биробиджане. Значит, Eingeschlossen это в решениях Ибербоюнг. Ибербоюнг это перестройка Горбачевская. Значит, в решениях перестройки воскумт фар ин але, которая пришла во всех гебитен, предписаниях и указаниях фундер Volkswirtschaft, это народное хозяйство. Volkswirtschaft. Это я просто не понял, как они связали одно с другим здесь. Это что-то решение перестройки пришли по указанию народного хозяйства. Нохен это согласно, значит, там 27-му съезду, это, потому что это 27-му партийному, то есть тут партей Zusammenfor. Zusammenfor это съезд. То есть это согласно 27-му партийному съезду, заметьте, они КПСС не написали. Уже в этой книге не было, как это пропустили, я понятия не имею. Короче, ну это хорошо, нам на руку, потому что оно как бы сейчас не актуально, вот, но ушли очень деликатно. То есть написали, что это 27-й партийный съезд, а какой партии забыли написать. Ну ладно. Вот. Наверное, поэтому и мы сделали здесь мелкий шрифт, что они забыли написать какой партии. Надо было крупнее сделать шрифт, чтобы школьники глаза не ломали. Дальше. Краски пожилили им в типографии. Вот. Хотя откуда партработник знал, что тут не написано, какой партии это съезд. Так, ну ладно, это я уже прикалываюсь. Короче, партия Zusammenfor, значит, это 27-й партийный съезд, ун 19-стер, то есть тут 9-стер, ну то есть ун 19-й получается здесь, да, и 19-й Найнстер, что-то 19-й Алфарбандишер, это всесоюзное, елки-палки, я забыл, что такое. Это 19-й всесоюзной партийной конференции, партой конференц. О, наконец-то выяснили. Отдельно это слово выписал. Дальше. 150, значит, 150 гектаров. В словаре слово гектар не нашел. У Тищенко его нету. Я его карандашом туда вписал. То есть, вот видите, в советском идише есть слово гектар. В вестерн идишу словарь Тищенко именно к вестерну относится. Вот. Ну, обычно так его позиционируют. Солдатова не знаю какому. Я его особо сильно не изучал, у меня в электронном виде только есть. Вот. Но тем не менее, 150 гектаров Зайнен Индерштот есть в городе Фарнумен. Ну, это как занятые МИД парк под парки. Значит, дальше Седер сады, дальше скверы, скверн, да, точка. Абис Горшейн Орт, значит, это до совсем хорошего местечка Индерштотишер в городском парке что-то там фаркультур. Ну, парк фаркультуры, это парк культуры получается. Это
опру. Дело в том, что есть такое, значит, была такая ведущая, но она, наверное, сейчас еще есть, Опра Уинфри. Вот. Так вот она, значит, вот эта опра, значит, в идиш есть такое опру, это отдых или отпуск. Он по-разному там переводится. Значит, вот, если знать, что, кто такая опра, то опру можно запомнить сразу быстро. То есть ее какая-то часть ее имени обозначает отдых или отпуск. Вот. И вот здесь вот встречается это слово, значит, парк культуры и отдыха. Вот, да, парк культур ун опру и отдыха. Дальше. ВОЗ гефинд, что гефинзих, что нашелся ан инзел, то есть это на острове. Инзел это ж остров, да. Вот. Это не Виспас. Виспас это островки. Вот. А это Инзел. Афен Биретайх. Афен это Афдем. Это на реке Биры. Да? Дальше Дем реке Биры. Дальше идет тире. Дем Байтайх. А вот Байтайх это приток обозначает. То есть Байтайх фунем Амур. Приток от Амура. Значит, дальше. Ди Ленг фундер Бире из драй-хундерт, то есть длина Бире, драйхун 300 километров. Все, точка, текст кончился. Ну и дальше идет этот вопрос, то есть der zählt wegen der Gas auf welcher ihr wohnt. То есть расскажите об улице, на которой вы живете. Ну это уже ученикам надо рассказывать, вам ничего не надо. То есть этот текст мы прошли. Вот. Что тут можно сказать по словам? Значит, ну вот это Зибем ун цванцикстен. Зибем ун цванцикстен. Это 27-го. Я там по числительным давал, но это такой вариант, что мы его еще не проходили. Короче, Зибем ун цванцикстен. Вот это стын окончание. Цвансик, а потом стын идет. Это слитно все. Едино. То есть это 27-го. 27-го. Вот так вот. Что тут еще есть такое интересное? Гебитен. Это предписывать, указывать. Не знаю, где-то я его перевел тут. Гебитен. Ну, это да, по съезду тут предписано. Это Алле Гебитен фундер народного хозяйства. В общем, согласно... Ну да, это я перевел. Дальше. Вот это еще есть такое. Фор здесь участвовало. Значит, was kommt vor in alle Gebieten. То есть, что пришел for, это не фар, не путать. Фар это многозначительный предлог. Вот. Ну, фар как за обычно переводится. Вот. А это for. For это приставка для обозначения поездок. То есть вот есть, допустим, for Geld, одно слово, да, for Geld, это проездные деньги, деньги для поездки. Вот. А это for отдельно. Вот. Но оно может еще передвариться как предварительное. То есть was kommt for in alle Gebieten, что пришло предварительно, значит, in alle, во всех предписаниях фундер Volkswirtschaft, это народное хозяйство. Сложно читаемое слово. Вот. Короче, тут напутано, одно цепляется за другое, народное хозяйство за съезд, а съезд за партконференцию. Короче, вот так вот там получалось. Это, они тут что, какие указания, откуда вытекали. Вот это вот перечислили. То есть это исторические моменты, история. Вот. Это подчеркнули, так сказать, серьезность того, откуда все это выстроено было. Дома, школы, там, парки, короче. Вот, что одно ведомство давало указания другому. Это и по программе все это происходило. Вот так вот. Ну,
Прошла весна, настало лето, спасибо партии за это. Вот. То есть что-то тут можно сутрировать таким образом, резюмировать. Короче, текст я закончил, значит, мы его закончили. Слова просмотрите, основной набор слов переведен, распознан, короче говоря. Вот, и особого, кроме вот этого Volkswirtschaft, это народное хозяйство, сложное слово, значит, Gebieten предписывать, указывать. Филхармония, это филармония. Gebäudes это от Gebäude это здание, Gebäudes это здания, множественное число. Гейнерайн входят в, Баштант это состав положения, Unternehmungen это предприятия, вот, множественное число. Дальше Тетик это активный, действующий. Дальше Формоген владеть, обладать. Хайзер это множественное от хойс дом. Дальше Гемойрте это от прошедшее время отстроить из камня, то есть выстроенные. Вот. Дальше Ein Geordnet это в очередности. Дальше Бадайтендикер это значительный, важный. Ну, это я его знаю как важный. Это они его как значительный здесь. Тут не поймешь. Батрефт это сумма, значение, счет. Это в общем, как бы в общем зачете там получилось. Это вот это алгемайное общее, алгемайное батрефт. Это в общем зачете. Это вот так вот. Это есть такое алгемайное билдунг. Это общее образование. Алгемайное билдунг. Вот. Дальше. Формохт. Владеет, обладает, располагает. Дер Ишев. Это еврейский микрорайон. Это поселок там такое. Дальше. Цензих. Цензих это тянуться, длиться, продолжаться. Это как протянулся там. Дальше. Недерекен нижний. Баштейт фун состоять из. Ну это понятно, это классика. Дальше. Фун хехер это свыше. Свыше над, выше чем-то, свыше чего-то там. Вот. Ашетах это площадь. Поставил вопрос, сейчас по ходу дела перевели, потому что там хим получилось и плац. Вот, еще и шетах оказывается. Я не знал за это. Ашетах, запомните, это площадь производственная, ашетах. Дальше. Форнемт это занимать, у него куча значений. Занимать время, занимать площадь, и дальше слышать, понимать, захватывать и поворачивать еще вдобавок. Вот это форнемт, оно очень многозначительное. Вот. Есть русское слово вскрывать или открывать. Там тоже видишь его эквивалентов куча целая. Одно русское слово, ну на русском, да, если там открывать, вскрывать, да, видишь куча значений. Это и то же самое думать, куча значений. Вот. В общем, все. С этим текстом понятно. Это ваша задача набрать слов вот этих вот, которые я перечислил. Вот. Ну, там пока тихо, значит, с вот этим пока мы тоже ляжем на дно. Идишен ойсершул лейнен. Это идишское внеклассное чтение. Вот, тоже хватит вам пока, будете разбираться. Значит, и дальше, наверное, погоним грамматику, я посмотрю, как там будет. Но не обещаю, что это будет быстрый какой-то урок через быстрое время. Вот, это, скорее всего, не скоро будет. Вот так вот. Ну, тут у нас, в общем, депрессняк, зима, обещали одно, это оно ничего не сбылось, в общем-то, все продолжается, вот это все плохое, значит, настроения нету, за водой, кто его знает куда, в общем-то, я не хочу жаловаться, но нету морального настроения делать эти уроки, отдаваться этому всему делу, качественно их подавать, это, ну, в общем, вы поняли. Это галопом по Европам я не погоню. Я лучше буду вот такой кусок разжевывать, вот такой часть слова буду объяснять полдня. Но вы это запомните, поймете, и дальше мы пойдем быстрее из-за этого. Es als limit geendigt, danken für Aufmerksam. A gute Nacht, auf Wiedersehen.